Юрган, Сыктывкар. Более 100 километров по снегу с препятствиями преодолели туристы в рамках первой республиканской туриады «Сыктывкарская зима». Лыжное состязание, посвященное памяти известного коми-путешественника Михаила Еремкина, прошло в 3 этапа – учебно-тренировочный поход, контрольно-туристический маршрут и завершающий кросс-поход. В забегах приняло участие 10 команд из столицы Микуни, Прилузия и Эжвы. Евгений Ракин поздравил самых выносливых. Первый старт первой зимней туриады. Предстоит нелегкий путь. От лыжной базы «Динамо» до Кировского парка через Выльгард и с ночевкой в местечке Еляты. Но несмотря на трудности, у каждого спортсмена в душе энтузиазм, в глазах задор, а в сердце любовь к туризму. Сегодня команды делятся впечатлениями. В фото- и видеоотчетах целый спектр эмоций, накопленных за 6 дней. Каждая неделя запоминалась чем-то особым. Первый поход был такой скоростной. Второй поход мы, конечно, столько много преодолели, да, столько трудностей было, немного и замерзли. Третий поход был тоже своим интересный, да, чем-то вот с этим мешком мы бегали, искали. Каждый поход, он отличается. Эмоции остается море. К слову, спортсмены из Микуни в дни старта вставали в 5 утра, садились на поезд и в Сыктывкар. Затем с железной дороги сразу на лыжню. Такое рвение не прошло впустую. В старшей возрастной группе усть-сумские экстремалы получили первый кубок. Среди детей победила команда «Прилузия», которую представляли школьники Лоймы и Спас-Поруба. Сложность была пройти, потому что расстояние достаточно большое. Первый день и второй день порядка 20 километров было. Тем более для детей это первое мероприятие такое, двухдневный поход с ночевкой. Впрочем, у каждой команды был свой маршрут, разный по дальности, но схожий по препятствиям. Случалось, и лыжи ломались, и крепления разбивались, да и сами любители экстрима изматывались. Слаженность действий и тактико-техническую подготовку участников оценивали судьи. Например, нужно было преодолеть овраг с помощью навесной переправы. Натягивались веревки, далее команда проползала по ним и переходила на другую сторону оврага, снимала веревки и уходила дальше. Более другие этапы, это было как этап трещина, где нужно было тоже организовать переправу специальным снаряжением, преодолеть и финишировать. Первую зимнюю туриаду организаторы посвятили памяти известного коми-путешественника Михаила Еремкина. Кстати, это он еще в 90-е разработал первые туристские маршруты по окрестностям Сыктывкара. Однако в 2011-м во время метеовахты на архипелаге земля Франца Иосифа ученый погиб. По мнению профессионалов, нынешнее соревнование получилось больше любительское, чем спортивное. Однако сама идея себя оправдала на все 100. Это нужно, во-первых, для молодежи очень важно. И надо оторваться от дома, и надо получить экстрима, но в то же время в том безопасном режиме, когда существует телефонная связь, когда нет, ну, понимаете, это не псевдоэкстрим, но это учеба к экстриму, когда в любой момент можно свалить. Следующей зимой любители туризма намерены повторить опыт, возможно, несколько в другом формате. Евгений Ракин, Олег Жуковский, телеканал Юрган.